Фотонагода. Фатаграфічныя сустрэчы Марыны Пацюковай. І я рада вітаць у нашай студыі аўтара новай рубрыкі. Гэта фатограф, намеснік старшыні беларускага грамадскага аб'яднання фотамастацтва, аўтар шматлікіх выстаў у Беларусі і за мяжой Марына Пацюкова. Прывітанне, Марына. Витаю вас. Добрый день, дорогие друзья. Наша рубрика «Фотонагода» – это, собственно, повод поговорить о фотографии. Я люблю фотографию, и я хочу заразить вас любовью к фотографии. Для этого мы будем приглашать в студию известных белорусских фотографов, критиков, искусствоведов, галеристов, интеллектуалов, которым есть что сказать современному миру, городу, нам с вами. Интерес к фотографии сегодня очень широк. В повседневной жизни все мы снимаем, пользуемся для этого самыми различными и телефоном, и цифровой камерой, но прежде всего, думая об этой рубрике, мы хотели бы обратить внимание на фотографию как на искусство. Чтобы вы, идя в музеи, зрительные залы, на выставке, правильно воспринимали фотографию, чтобы с интересом слушали нашу рубрику те, кто сам создает фотопродукт. А таких людей сегодня немало. Фотопродукт – это и фотография, это и выставка, и проект, это книга. Это целый спектр вопросов, которые нужно решить для себя, с тем, чтобы это выглядело интересно, было понятно. Это очень сложно, ведь сегодня нет фильтров, нет индикаторов качества, позволяющих сделать это на должном уровне и однозначно воспринять. Очень важно четко сформулировать свое высказывание, осмыслить его, откалибровать свой взгляд. Вот встречи с такими профессионалами, с людьми, которые занимаются фотографией долгое время и достигли определенных успехов, и помогут нам в этом. То, что фотография сегодня является искусством, это уже догма. Примеров тому множество. Давайте возьмем далекое зарубежье, я не знаю, в Нью-Йорке музей современного искусства МоМА. Там большие хорошие коллекции фотографий, постоянно проходят выставки современных фотографов, ретроспективные выставки фотографии. В общем-то, во всех музеях современного искусства в мире это норма. И надо сказать, что сегодня страна, в чьей столице нет Государственного музея современного искусства, не может считаться цивилизованной страной. Если МоМА – это далекое зарубежье, это Нью-Йорк, то вот у нас по соседству есть, вы знаете, МАМ, мультимедиа арт-музей под руководством Ольги Петровны Свибловой. Это Москва, это не так далеко, и этот музей уже сегодня ежегодно проводит более 100 выставочных проектов, где так или иначе присутствует фотография, и другие мультимедийные средства. И, конечно, нельзя не вспомнить очень интересные фестивали в Арле, традиционный фестиваль, который уже много десятилетий проходит в этом французском городе. Или в Париже, центр Жоржа Помпиду, где за год проходит более 30 выставок, но одновременно идет 2-3, и обязательно среди них есть выставка фотографии. Хотелось бы отметить также достаточно новый фестиваль, который в Париже уже 3-й год проходит. Это очень интересное явление. В 6-м округе Парижа, Сен-Жермен-де-Пре, проходит, в 2011 году был фестиваль с темой «Образы и слова». В 2012 году «Путешествия и сны». И в этом 2013 году «Лицо и тело». Такая тема фестиваля. И что такое фестиваль там в центре Парижа? Это 50 выставок, 38 галерей, библиотеки, институты задействованы. И, конечно, это очень большой спектр фотоискусства представлен. Это современнейшие выставки фотографии, я не знаю, Филипп Бордос «Люблю Африку», автопортрет, замаскированные лица Коко Франсес. Огромная выставка в отеле «Де Виль» Брансай наряду с этим проходит. Выставка, очень понравившаяся мне выставка, проникновенное такое фото Вивиан Майер. Достаточно большая коллекция была показана. Это то, что проходит в мире, и это той или иной
частотой мы можем посещать эти мероприятия. Но вот здесь у нас рядом тоже, здесь в Минске, в Белоруссии тоже сегодня уже картина меняется. Может быть, она меняется не так быстро, как нам бы хотелось, но уже и сегодня здесь мы можем увидеть, придя в Музей современного искусства, сразу несколько выставок фотографий. И это, конечно, очень радостно. Но вот если говорить о фотособытиях у нас дома, в Белоруссии, то первым из них мне хотелось бы сегодня назвать выход книги о фотографии. В серии «Коллекция партизана» вышла книга «Новая хваля. Белорусская фотография 1990-х». Социолог и искусствовед Инна Реут предлагает вернуться к феномену Минской школы творческой фотографии. Это один из шагов к исследованию Минской школы творческой фотографии. Дань признания фотохудожникам Валерию Лобко, Галине Москалевой, Виктору Шахлевичу, Игорю Савченко, Владимиру Парфенку, Сергею Кожемякину, Вадиму Кочину, Ивану Петровичу, группе «Белорусский климат». Творчество этих фотографов позволило представить Беларусь должным образом во всемирном искусстве. Прошли многочисленные выставки в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Нидерландах. Но, к сожалению, в то время для Беларуси это прошло незамеченным. Это вызывает, конечно, огромное сожаление, но тем значительное появление этой книги здесь у нас сегодня. Конечно, есть некоторые моменты, скажем так, спорные или вызывающие вопросы. Например, почему 90-х годов? Наверное, надо было брать, начиная с 80-х, когда зарождалась группа этих фотографов, когда Валерий Лобко организовал это все. Или посмотрите, если на тираж. 250 экземпляров, тираж этой книги. Я думаю, что это можно рассматривать только как пробу пера, то есть пробный тираж, чтобы затем, с учетом, каких-то замечаний улучшить и издать уже соответствующим тысячным тиражом. А вот учитывая такое небольшое количество, 250 экземпляров, я приглашаю вас быстренько покупать эту книгу в галерее У в издании Логвинов. Если вернуться к фотособытиям Минска, которые сегодня могут нам напомнить о том, как бурно развивается у нас фотография, то, конечно, мы будем говорить о выставках. И вот, как я уже сказала, сегодня в Музее современного искусства идет сразу две выставки. Сергея Ждановича «Инцертум», выставка, состоящая из 38 фотографий, очень тонких, чувственных. Очень хорошо он их представил в зале, достаточно сложно там показывать фотографию. Вообще зал небольшой, такой уютный, и выставка звучит камерно, хорошо. И очень хотелось бы отметить качество печати этих работ. Это заслуга Color Room. Уровень печати просто превосходный. И сейчас в Большом зале в Музее современного искусства недавно открылась выставка «Современное искусство» из Калининграда. Она будет идти до 21 декабря. Выставка такая очень современная, имеет такое звучание актуальное. И больше всего мне хотелось бы отметить то, как интересно решен этот непростой для экспонирования работ зал. Очень нетрадиционно ребята подошли к вопросу и усилили звучание самих работ вот такой подачей. В этом есть эксперимент, и это современное прочтение, и это очень хорошо, что мы можем это видеть. В пятницу открылась выставка H2O «Вода» в галерее Университета культуры. Наталья Брусакова сумела у себя в галерее объединить работы разных жанров. Это и живопись, и графика, декоративно-прикладное искусство. И, конечно же, наша с вами фотография, о которой мы говорим сегодня, она представлена широко. И я надеюсь, посещение галереи доставит удовольствие ценителям. Радостно отметить также то, что сегодня в числе выставок мы можем назвать современную фотографию из Чехии. Мартин Странке представляет фотографию Мона. Это галерея Савицкого, и выставка будет работать до 8 декабря. И последнее из того, о чем я хочу сказать сегодня из области выставок, это «Случайные связи». Центр современного искусства, Виктор Синьков. Выставка почти до Рождества будет идти, до 23 декабря, поэтому мы с вами, я еще не успела посмотреть, но обязательно сделаю это. Думаю, что это будет очень и очень интересно. Фотожизнь сегодня в Минске кипит, и свидетельством тому множество фотошкол, которые, хотела бы сказать о фотошколе при Союзе дизайнеров, эта школа уже традиционная, ее знают, и она с успехом
ведет свою работу. Ну и вот есть новая фотошкола Ивана Петровича, которая тоже зарекомендовала себя очень и очень хорошо. Есть к ней интерес. Но хотелось бы еще обратить ваше внимание на то, что скоро появится новая онлайн-фотошкола в рамках проекта «Восточное партнерство» с ЭйЧИС. Первые 15 обучающихся в ней смогут это сделать на основе конкурса, став победителями конкурса, который вот уже начался. Конкурс называется «Фотоман». В конкурсе участвуют представители, могут участвовать все желающие, да, но он распространен на 6 стран Восточного партнерства, и судьями будем все мы с вами пользователи Фейсбука. Так что приглашаю вас смотреть фотографии наших участников, голосовать, и 15 лучших ребят из Белоруссии смогут обучаться бесплатно в онлайн-фотошколе стран Восточного партнерства. Надеюсь, потом мы увидим интересные шедевры. Результатом этого обучения явятся новые хорошие фотографы. Еще хотелось бы напомнить вам, что в этот четверг в Музее современного искусства будет проходить встреча с Андреем Щукиным. Он расскажет нам о своем посещении портфолио ревью в Словакии. Я думаю, что это будет очень и очень интересно и полезно для фотографов, кто хотел бы себя проявить. Фотография – это сиюминутность. Творчество – это нечто сакральное. Это должно сойтись. И тогда мы сможем извлечь экстракт вечности из обыденности и повседневности. Это была рубрика «Фото на года». Слушайте нас по вторникам. А сегодня я прощаюсь с вами.